Говорят, приезжает депутат Госдумы, этот человек, говорит, помогает народу, он занимается энергетическими напитками. Я к чему это говорю сейчас? Вам какая разница? Он занимается энергетическими напитками, но сегодня он приехал помогать и оказывать непосредственную помощь. И насчет тебя, да, вот людям кажется, вот ты приехал, там просишь лайков, что-то сделать для себя, типа оказывая, допустим, вот эту помощь, что это как бы не бескорыстно так звучит. Людям какая разница, что ты делаешь, как делаешь? Вопрос идет в том, что это обычное явление сегодня современное. Они делают лайки, помогают тебе, ты помогаешь им. И большую работу делаешь ты. Плохо то, что я прошу лайки за квартиру. Как вы Правильно. Я объясню свою логику, почему я прошу. Когда у нас бывает актив, мы зарабатываем, и благодаря этому я могу выделять квартиру. Один ролик, к примеру, квартира 3-4 миллиона, 5 миллионов рублей. Это же как бы нормально. Люди работают 2-3 года, чтобы заработать на квартиру. А мы за один ролик, попросив лайков наших зрителей, которые нас смотрят миллионы, мы можем выделить квартиру, как бы, грубо говоря, за день-два. И вот Сакинат, учитывая, что мы лайки не набрали, я ей обещал, я ей квартиру выделю 100%. Мы приехали, прошло буквально 2-3 дня, мы приехали, набрав лайки, мы все равно ей подарим квартиру. Миша, за это спасибо. За это спасибо тебе. Большое человеческое и братское спасибо тебе. Как представителю народа Дагестана. Да. Мои слова переводить не надо. Да. Мне переводчики не нужны. Я все, что хотел сказать, сказал. Да? Я против рекламы любой. Алкоголь, табак. Я не сказал, что... Слышите меня, пацаны? Я не сказал, что здесь я кто-то рекламирует. Я попросил, да? Я сказал, когда нашу проблему будут, рекламу не делать. Я не сказал, что просто за секунду. Я договорю, у тебя же вот Куба, да, представляешь, это что форма, да? Ну, деньги собирают. Хорошая тема. Здесь так, если пацанов про проблему, про наш и вот туда пригласили. Здесь же люди у нас погибли, да? А если...